Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Ежегодно в последнюю субботу июня в стране отмечается День российской молодежи. В преддверии такой памятной даты самое время поговорить об актуальном фокусе работы Министерства по делам молодежи, о работе волонтерского корпуса 8-х игр «Дети Азии» и итогах прошедшего в начале месяца республиканского культурно-образовательного фестиваля молодежи «Табыс». Гостья в студии Надежда Махначевская, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот День молодежи в Российской Федерации. Что это за праздник, ну и когда его стали отмечать? С 2023 года, в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, мы стали этот день отмечать в последнюю субботу июня. В этом году оно выпадает на 29 число, но и для нашей республики это последние выходные месяца, как правило, мы отмечаем Исэх Туймада в городе Якутске. Но так выпадает, в этом году у нас в это время еще проходят 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». До прошлого года его отмечали в конкретную дату, 27 июня. До 1993 года его вообще отмечают у нас в стране с 1958 года. Это очень такая значимая историческая дата. И до 1993 года, если немножко коснуться истории, он назывался День советской молодежи. День советской молодежи, как правило, конечно же, он отмечался широко, устраивали какие-то спортивные состязания, культурные мероприятия. Это мероприятие всегда широко освещалось и в средствах массовой информации. Ну и нынешние дни, конечно же, не исключение, проходят повсеместно точечные мероприятия, концерты, какие-то спортивные состязания, и органы и федеральной власти, региональной власти, муниципальной власти, они широко освещают этот день, и в этот день, как правило, поздравляют молодежь, вручают какие-то определенные и государственные, ведомственные награды нашей отличившейся молодежи. В прошлом году мы его тоже очень достаточно широко отметили в рамках Исэха Туймады. Это я говорю о республиканском мероприятии, о городском мероприятии совместно с нашим управлением молодежи города Якутска. И на площадке в Юсхатыне мы его отмечали с нашими партнерами ВК ВКонтакте, которые специально приехали в город Якутск, чтобы устроить нам этот праздник. Ну, в этом году мы его тоже отмечаем в рамках и международных спортивных игр «Дети Азии», в рамках СЭХа. Вот поговорим о современной молодежи, да, в каком направлении сейчас вообще в принципе движется молодежная политика в нашей республике? Ну, конечно же, стоит отметить, что в наше время очень большое внимание уделяется и президентом страны, и главой нашей республики Арсением Сергеевичем Николаевым. Очень большое внимание как молодежной политике, так и патриотическому воспитанию. И в своем послании в этом году президент в феврале месяце озвучил о том, что будет новый национальный проект «Молодежь и дети», он будет называться. Сейчас он очень широко обсуждается, формируется его концепция и структура на федеральном уровне. Мы, как регион Российской Федерации, наши общественники также вносили свои предложения, чтобы их могли рассмотреть и при необходимости включить в национальный проект. На сегодняшний день он включает в себя 9 федеральных проектов. Это будет очень такой большой проект, преобразованный в том числе с нацпроекта образования, и он будет касаться в основном образования нашей молодежи, его культурного развития, творческого развития. Очень большое направление будет, конечно же, касаться и волонтерской деятельности, творческой молодежи, но и деятельность, одно из направлений будет касаться науки. Вот поговорим о волонтерском движении. Совсем немного времени остается до старта игр «Дети Азии».
Расскажите подробнее, да, о работе волонтерского корпуса к восьмых игр «Дитязь». Да, буквально день у нас остается до старта 8-х международных спортивных игр. Это действительно одно из самых больших масштабных событий. Ну, в нашей республике это самое большое масштабное событие, да, одно из больших, конечно, событий у нас в стране и в мире. И более 20 стран принимают участие. Если говорить о волонтерском корпусе, то количество волонтеров не такое уж и маленькое, можно сказать, даже если сравнивать с количеством спортсменов, то примерно оно приближается к количеству спортсменов. 1900 волонтеров на сегодняшний день сформирован волонтерский корпус, достаточно серьезный. И работа по отбору волонтеров, она началась в прошлом году, и в рамках Восточного экономического форума в городе Владивостоке объявили 12 сентября старт волонтерского волонтеров, и он завершился у нас 1 февраля. Если у нас мы отобрали 1900 человек, то подали заявки более 5000. 200 волонтеров из 1900 это у нас представляют другие страны. Это Казахстан, Кыргызстан и Оман, и 45 субъектов Российской Федерации. И сейчас активно уже начали работу наши волонтеры по атташе, которые встречают и иностранные делегации, волонтеры встречи проводов, это волонтеры пресс-службы, конечно же, и волонтеры, которые работают на аккредитации по раздаче сувенирной продукции и так далее. Они уже полностью начали свою работу, и остальной блок волонтеров, вообще 19 направлений, да, остальной блок волонтеров сегодня, завтра буквально приступает к своим основным обязанностям. Ну и, конечно же, мы очень надеемся, что волонтерский корпус, наши бессменные помощники, они оправдают и покажут, что действительно в нашей республике очень сильно развита и добровольческая деятельность, и наши волонтеры, они самые активные и самые эффективные. Ну вот среди волонтеров есть и иностранные гости, можно сказать так, да? Что ждет волонтеров? Только работа или, может быть, будет подготовлена какая-то культурная программа, Да, развлекательная программа для волонтеров? конечно, безусловно, культурная программа для волонтеров также предусмотрена, особенно для тех, кто не из нашей республики. Мы 26 волонтеров у нас представляют другие страны, и порядка 180 это у нас из других регионов отобраны, из 45 регионов Российской Федерации, как я уже отметила. И, конечно же, для них будет отдельная культурная программа, в том числе и посещение наших музеев, наших исторических мест, экскурсии по городу Якутску и с историей республики нашей, с историей нашей страны и с историей нашего города Якутска. Конечно же, это наша одна из основных целей культурной программы наших волонтеров — ознакомиться. Ну вот в начале месяца в селе Кобяй Кобельского района, да, успешно прошел республиканский культурно-образовательный фестиваль молодежи «Табыс». Вот каковы главные итоги фестиваля? Ну, это фестиваль «Табыс», еще раз повторюсь, я несколько раз рассказывала, и в том числе и на канале НВК «Саха», о том, что это преобразованный с СЭХ молодежи наше мероприятие, культурно-образовательный фестиваль, так сказать, который прошел ребрендинг, да? А вообще СЭХ молодежи в Республике Саха-Якутия, он празднуется с 1991 года, то есть достаточно такое историческое тоже мероприятие. И в этом году он прошел очень масштабно, и необходимо отметить, что в этом году в первый раз мы его провели в рамках нацпроекта образования при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежь. И мероприятие у нас прошло достаточно хорошо. Конечно же, определены у нас основные победители. Зачетные конкурсы были для муниципальных районов, для общественных организаций. И
Победил муниципальный район Нюрбинский, с чем мы их еще раз поздравляем. Второе место, конечно же, по достоинству занял Мегино-Кангаласский район. И хочется отметить, что Мегино-Кангаласский район, он выставил команду из тех молодых людей, которые в первый раз вообще принимают участие в мероприятиях республиканского масштаба, в республиканских конкурсах и соревнованиях. И третье место у нас занял Чурапчинский улус. Тоже в первый раз Чурапчинский улус у нас занял призовое место вот, в рамках фестиваля Табыс. Ну и среди общественных организаций, конечно же, одна из самых крупных, мощных организаций – это общественная организация землячеств Республики, молодежных землячеств ЗЕМА. Они заняли первое достойное место, конечно же, отрыв очков был достаточно большой. Очень хорошо себя показала общественная организация Адунунского наслега горного района. Они у нас, опередив буквально на 1 очко российские студенческие отряды, в такой соревновательном духе заняли второе место. Ну и третье – это республиканская организация «Российские студенческие отряды». Всего было представлено 17 команд. И, конечно же, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить наших постоянных партнеров, которые в очередной раз нам помогли организовать это мероприятие. Это, конечно же, Министерство культуры, Министерство спорта, спорткомплекс национальных видов спорта МАДУН, Высшая школа инновационного менеджмента. Это, конечно же, те люди, которые организовывают нам, обеспечивают безопасность. Это Министерство внутренних дел, МЧС, Росгвардия, наши медики. Ну и, конечно же, всем организаторам, соорганизаторам, особенно администрации Кобяйского района, которые взяли на себя такую большую ответственность и очень хорошо организовали это мероприятие. Ну и цель, конечно же, таких мероприятий является в том, чтобы не просто ребята пообщались, да, а мы выявляем новых лидеров, новых талантов, новые таланты. Ну и, пользуясь случаем, конечно же, поздравляю нашу молодежь с наступающим Днем российской молодежи. Ну, мы, во-первых, поздравляем победителей и призеров молодежного фестиваля «Табыс». Пользуясь случаем, хочется пожелать нашим волонтерам, чтобы они показали себя действительно достойно. Но мы знаем, что наши волонтеры могут все, можно сказать. Поэтому я думаю, что ребята справятся. Надежда Вячеславовна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.